Добрый вечер. Мы продолжаем прямые эфиры на АТР. В эфире программа «Бугунь». Я Роман Спиридонов. И начнем мы с такой новости. Проукраинский активист, крымчанин, житель Сакского района Олег Приходько в ростовском суде просит допустить к его защите архиепископа Климента, архиепископа Симферопольского и Крымского православной церкви Украины. Олег Приходько 8 февраля 2019 года был арестован оккупантами. Сотрудники ФСБ провели у него обыск и якобы нашли в его гараже взрывчатые вещества и взрывное устройство. Оккупанты обвиняют его в незаконном хранении взрывчатых веществ, а потом еще и добавили обвинение в планировании взрыва здания Генерального консульства в России. И сейчас с нами на связи архиепископ Климент. Добрый вечер. Добрый вечер. А скажите, пожалуйста, чья это была инициатива подключить вас в качестве общественного защитника? Это общее решение, которое было принято и Олегом Приходьком, и адвокатами, которые ведут дело. И мое желание, почему? Потому что уже есть опыт работы в судах с командой профессиональных адвокатов, когда мы защищали и Володю Балуха, и Евгена Панова. И поэтому то, что сейчас судья Алексей Магомадов согласился рассмотреть ходатайство адвоката Олега Приходько, что на следующем судебном заседании, которое состоится 23 июня, коллегия судей допустила в качестве общественного защитника, только даст возможность помочь Олегу и в оказании моральной, духовной поддержки и обеспечить более ровный эмоциональный процесс судебный. Потому что Олег находится в таком подорванном состоянии, у него состояние стресса, эмоциональная большая нагрузка, потому что он сам по себе эмоциональный человек. И мы просили следователя, чтобы меня допустил в СИЗО в качестве священника. Следователи не разрешили и не подписали ходатайство адвокатов, чтобы на этапе следствия у меня была встреча с Олегом. Теперь мы уже на этапе суда просим, чтобы меня ввели в качестве общественного защитника. Это даст возможность непосредственно не только в суде, но и иметь возможность заходить в ростовское СИЗО, где он находится. Как вы планируете стратегию защиты? Как вы планируете стратегию защиты? Давайте так. Что касается стратегии защиты, это все вопросы к адвокатам. Мое присутствие обусловлено моральной и духовной поддержкой. Все остальное я не могу говорить, потому что стратегические защиты, которые ведут адвокаты. Все свои действия я всегда во всех процессах согласовывал исключительно с адвокатом. Поэтому, что касается этого вопроса, на него лучше ответят адвокаты. Вы знакомы с самим Олегом Приходько? Да, я знаком с Олегом Приходьком, он является нашим присяжанином, он помогал строить церковь в Евпатории, он активный украинский активист, один из немногих, который остался на территории Крыма после 2014 года. Он знаком, это не посторонний мне человек, это близкий человек. Я надеюсь, что все-таки суд удовлетворит ходатайство адвокатов. Что вы думаете по сути этих обвинений? Вы когда общались с ним, действительно, может быть, у него были какие-то настроения, связанные с какими-то акциями насильственными? Олег эмоциональный, но он не глупый и он не самоубийца. Все, что написано как под кальку, если вы посмотрите дело ребят из Бутахры, Олега и других, кого меняют режимы, там меняются только имена, фамилии, меняются местонахождение, а суть остается та же. Это все ложь. Ни одного правдивого слова в этом судебном процессе нет. Я на стороне Олега. Знаете ли вы, в каком он состоянии сейчас находится? В каких условиях его содержат в СИЗО? Состояние критическое, психологический стан очень подорванный, он эмоциональный человек, он находится в заперти, он ограничен от общения, он скрывается во время судебных заседаний, он нервничает по поводу ситуации, он очень напряжен относительно того, что в Украине
вообще о нем никто ничего не говорит. У него есть возможность, ну и средств массовой информации, которые являются в ростовском СИЗО, все-таки хоть как-то дать информацию, но он подавлен тем, что его тема замалчивается, что о судебных процессах почти никто ничего не говорит. Он считает себя оторванным от мира и даже в какой-то мере брошенным, что его забыли. Но это психологическое состояние всех тех, кому ограничен доступ. Поэтому могу от себя сказать, что в какой-то мере Олег прав. Почему? Потому что об Олеге Приходько вспоминают только тогда, когда начинается судебный процесс. А в остальное время ни омбудсмен по правам человека Дмитров ничего не говорит, ни наша наша МЗС ничего не говорит. Единственную большую работу, конечно, проводит по поддержке наших заключенных украинский консул пан Тарас, який находится в Ростове-на-Дону. Да, по плечи выпала большая ответственность, большая тяжесть. По возможности он пытается с нашими политзаключенными, но этого мало. Иногда мне кажется, что государственному четвертаку Соединенных Штатов, господину госсекретарю Майку Помпео, тема и судьба Володи, тема и судьба Олега Приходько более болит и обеспокоен ей, чем, извините, наше правительство, наше руководство страны. Потому что когда была встреча у меня в Киеве с Майком Помпео, мы говорили про Олега, и Майк задал вопросы о состоянии его здоровья. Поэтому я бы хотел все-таки поддержки нашего правительства, на наших, не знаю, организаций, которые занимаются защитой и прав политзаключенных. Теперь особое внимание, чуть-чуть отклониться от темы, я бы все-таки хотел обратить внимание на состояние здоровья Володи Дудки. Я обращался к президенту, родственники обращаются к президенту с требованием, чтобы был ускорен вопрос обмена. И чтобы, наконец, ребят крымско-татарских, которые осуждены и находятся в российских тюрьмах, Володя Дудка, Бессараб, чтобы они все-таки вернулись. Сейчас процесс обмена замолк, погас и вообще исчез из темы, из общественной темы обговорения этого вопроса. Меня это очень напрягает, и я не понимаю, что вообще происходит. Скажите, пожалуйста, вы обращались, получили ли вы какой-то ответ? По поводу кого? По поводу активизации процессов обмена. Да, администрация направила, что мой вопрос рассматривается. Они его отправили на рассмотрение Денисовой, общие фразы. Но ничего ответного не было сказано. Спасибо вам большое за... Имейте в виду, после того, как я обращался с открытым письмом к президенту по поводу Бессараба и Дудки. Пришел формальный ответ администрации, что они занимаются этим вопросом, и омбудсмен по правам человека держит вопрос по контролю. Вот и все, формально так. Спасибо вам большое за то, что были с нами на связи. Архиепископ Климент был с нами по телефону из Крыма и рассказал о судьбе Олега Приходько, которого оккупанты арестовали 8 февраля 2019 года и обвиняют в хранении взрывчатых веществ и даже в попытке организовать взрыв российского генконсульства во Львове. А я представляю нашего гостя, которого вы, наверное, уже успели заметить, как он заходил в студию, Искандер Бариев, член Меджлиса. Добрый вечер. Рада ЕС сегодня продлила санкции против России из-за оккупации Крыма. Давайте послушаем, что об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Сегодня Совет Европейского Союза продлил до июня 2021 года санкции против Российской Федерации за незаконную оккупацию Крыма. Благодарен за это решение. Надо повышать давление из-за нарушений прав человека, паспортизацию, запуск железнодорожного сообщения через Керченский пролив, незаконное голосование в Крыму. Крым – это Украина.
А к нашему разговору еще подключился председатель Меджлиса Рифат Чубаров. Добрый вечер, Рифат ага. Добрый вечер. Как вы оцениваете решение ЕС продлить санкции? Скажем так, просто продлить, а не усилить их? Ну, дивіться, в наших умовах і в тій ситуації, в якій зараз знаходиться міжнародне співтовариство внаслідок, в тому числі, коронавірусної інфекції, я думаю, що це крок, він такий нормальний. Я розумію ваше питання як таке, чому вони не посилили санкції. Але ще раз хочу сказати, що в таких ситуаціях, в яких зараз знаходиться міжнародна політика, коли з одного боку Москва і її сателіти, прикриваючись пандемією коронавірусу, намагаються схилити міжнародні організації до того, щоб зняти всі санкції і зі всіх тоталітарних режимів. Тут об'єднана Західна Європа, вона залишається на своїх позиціях. І багато було висловлювань, і в вашій студії, шановні гості, про це говорили останніми днями. І представники офіційної влади Сполучених Штатів, європейських країн, вони пов'язували збереження санкцій з тим, що залишається окупованим Криму. Сегодня еще появилась новость. Представители миссии Украины в ООН призвали международное сообщество усилить давление на Россию из-за невыполнения решения Международного суда ООН о восстановлении работы Меджлиса крымско-татарского народа в оккупированном полуострове. Об этом речь шла во время 43-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел. Давайте послушаем. Россия с абсолютным неуважением к Международному суду ООН игнорирует его приказ о временных мерах по делу Украины против России о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Приказ, в частности, требует восстановить работу Меджлиса крымско-татарского народа и защитить идентичность украинского и крымско-татарского народа под временной оккупацией. При этом Россия продолжает политику репрессий в отношении коренного населения и злоупотребляет своими антитеррористическими законами для преследования крымско-татарских активистов. Искандер Ага, вот в очередной раз прозвучало обвинение России в том, что она не выполняет решение Международного суда. Наверняка потом будет звучать еще. Есть ли какая-то надежда, что в этом вопросе может быть какие-то изменения? Ну, в первую очередь мы должны говорить о том, что если мы говорим о промежуточном решении суда, о приказе, правильно будет промежуточный приказ, да, Международного суда ООН, где как раз-таки по конвенции по расовой дискриминации как раз-таки рассматривается вопрос ущемления прав крымских татар, украинцев, и в частности речь идет о запрете Меджлиса, то здесь, во-первых, это очень важный посыл к тому, чтобы продлевать санкции. Вот вы не случайно связали, я вас полностью поддерживаю, санкции европейские и в том числе решение Международного суда ООН. А у нас еще по существу как раз-таки в этом году должны начаться рассмотрения по этим двум конвенциям в Международном суде. Мы помним, что именно в сентябре месяце 2019 года Российская Федерация пыталась вообще поставить под сомнение эти вопросы, но Международный суд принял решение окончательно о том, что по существу необходимо рассматривать данные дела. Поэтому есть вся перспектива к тому, что Украина может выиграть этот суд, и, соответственно, решение суда не обязательно к исполнению. И я думаю, вот сегодняшний посыл – это своего рода индикатор, это своего рода посыл российской власти о том, что решение суда международного нужно решать, нужно выполнять, потому что это все прописано в первую очередь в уставе ООН, это нарушает международное право, и, соответственно, это дает основные посылы к тому, чтобы цивилизованные страны в мире предпринимали действия или меры в отношении страны-агрессора. Когда мы требуем от России возобновить деятельность Меджлиса, мы можем задавать вопросы нашим политикам, как они поддерживают Меджлис здесь, какие они сигналы подают для того, чтобы представительный орган мог работать и выполнять, скажем так, наказ людей, да, восстанавливать права, воссоздавать национальную автономию. И
Вопрос к вам, Рифат Ага. Рабочая группа, была договоренность о ее создании еще 18 мая. И вот, как у нас уже в эфире неоднократно говорили, до сих пор никаких подвижек, никаких дальнейших действий нет. Или, может быть, можно уже говорить о том, что есть какие-то идеи, какой-то контакт? Дивіться, якщо ви дозволите, я буквально продовжу тут про те, що говорив пан Ескандер, член Меджлісу кримськотатарського народу. Рішення Міжнародного суду ООН, воно обов'язково для виконання сторонами, які пішли на цей суд. Інша справа в тому, що немає механізму, якщо країна, яка зобов'язалася виконувати це обов'язкове рішення, якщо воно відмовляється його виконувати. І тут є один лише механізм, але в наших умовах він є неефективним. Це розгляд невиконання рішення Міжнародного суду ООН Радою безпеки ООН, оскільки Росія є постійним членом Ради безпеки ООН, то, на жаль, тут дійсно по факту рішення суду нею не буде виконано і, по суті, воно буде так. Тепер щодо вашого запитання, хочу сказати, що взаємодія з Меджлісом кримськотатарського народу, вона по окремих сферах, вона йде достатньо плідно. Ну, скажімо, і пан Іскандер, і інші члени Меджлісу, молоді наші експерти, працювали з Комітетом Верховної Ради в складі робочої групи при напрацьовуванні пропозицій щодо децентралізації в Автономній Республіці Крим, і розглядалися різні варіанти цієї роботи. У нас є достатньо тісні взаємодії з постійним представництвом президента України в Автономній Республіці Крим, з певними міністерствами. Найближчий вівторок у нас призначена така консультація з новопризначеним міністром культури, з паном Олександром Ткаченко. Вона мала бути це сьогодні, але певних об'єктивних обставин вона перенесена. Ми працюємо з питання обміну полоненими і таке інше, але у нас є питання, які для нас є такими найцентральними, на яких будується не тільки наша тут діяльність на материковій Україні, але рішень, з яких очікують і кримські татари, і люди інших національностей, які знаходяться в умовах російської окупації Криму. І мова йде про першу чергу про 3 законопроєкти, починаючи від змін і доповнень до Конституції України, і законопроєкт про статус кримськотатарського народу, про корінні народи в Україні. І тут дійсно для того, щоб вже прийняти останні якісь кроки, щоб президент міг би ці законопроєкти прямувати до Верховної Ради, було прийнято рішення щодо створення робочої групи, яка мала би дати висновки з цих законопроєктів президентові України. Крім цього, ця робоча група мала би розглядати інші питання, які би зробили би можливим прийняття указу президента щодо взаємодії з Меджлісом кримськотатарського народу. Підготовлений такий указ президента. Я не буду зараз деталізувати, з яких причин або привідів він поки що не підписаний, але з підписанням цього указу ми б вже бачили би такі, знаєте, пряму лінію співпраці Меджлісу кримськотатарського народу, як з адміністрацією президента України, самим президентом і з іншими органами центральними органами виконавчої влади України. І тут я маю визнати, що робота цієї робочої групи, вона знову повільнена, її просто немає. Давайте теперь поговорим, собственно, о самом Меджлисе. Есть, конечно, инициативы, и есть требования принять эти 3 закона, о которых вы говорите. Но если говорить о стратегии и о результатах, которые могут почувствовать крымчане, вот что мы можем сегодня людям сказать? Вот
какие есть стратегические направления Меджлиса и какие есть результаты? Вот давайте, Эскендер Ага, вы начнете. Ну, а здесь, конечно, свойственно Рифат Ага, он как политик, как дипломат пытается, ну, более четко, вернее, все как бы обобщить и подать определенные посылы. Я скажу таким следующим образом, что все-таки вот все вопросы, даже когда мы говорим о подзаконных актах, да, о том указе президента, который, в принципе, можно было бы уже подписать о взаимодействии, или ряд других вещей мы могли бы снять, если бы был бы принят закон о коренных народах. Вот на самом деле мы, вот одна из основных стратегий в отношении крымских татар должна быть, это главный посыл всему крымско-татарскому народу, который проживает на оккупированной территории, что украинское государство или украинская политическая элита или истеблишмент, они готовы решать вопрос крымских татар. И тогда, соответственно, принимая закон о коренных народах, мы сразу же переходим о ряде законов Украины, в которые нужно внести изменения. В том числе и подходим к основному закону, это к 10 разделу Конституции. И тогда нам не нужно будет много обсуждать или рассуждать о том, как может взаимодействовать Меджлис крымско-татарского народа, к примеру, с президентом Украины, с центральными исполнительными органами Украины или с органами местного самоуправления. Это все будет прописано в законе о коренных народах. Поэтому, и кроме того, самый главный экспертный орган сегодня в мире – это экспертный механизм по правам коренных народов. И единственное, должна быть добрая воля у украинской власти для того, чтобы мы могли воспользоваться экспертами данной международной структуры, данного международного механизма, я даже правильно сказал бы, ООНовского механизма, для того, чтобы можно было порекомендовать Украине принять тот закон о коренных народах, который будет эффективен и будет давать реальные результаты. Теперь, что касается стратегических вообще направлений, то мы с вами прекрасно понимаем, что, к сожалению, на 6-м году оккупации в Украине нет стратегии по деоккупации и реинтеграции. Мой вопрос был о стратегии Меджлиса. Что касается стратегии Меджлиса, в первую очередь стратегия Меджлиса может строиться в первую очередь от стратегии Украины. И понятно, что роль крымско-татарского фактора в деоккупации Крыма велика. И, соответственно, мы должны исходить из того, как мы на внутреннем уровне, то есть внутри украинского государства, усиливаем базис для того, чтобы продолжать нашу политику по деоккупации Крыма, так и в том числе максимально использовать крымско-татарский фактор, в том числе в интересах украинского государства на внешнем уровне. И, соответственно, сегодня мы однозначно можем сказать, что у Меджлиса крымско-татарского народа, и мы видим результаты, есть союзники, это в первую очередь западный мир, который целенаправленно и системно на всех международных площадках делает заявления в поддержку Меджлиса крымско-татарского народа и всего крымско-татарского народа. Поэтому с нашей стороны нужно системно подавать информацию для наших западных партнеров, для того, чтобы их заявления были обоснованными и опирались на те данные, которые мы им даем. А есть ли сегодня у Меджлиса, скажем так, ресурс, влияния, чтобы эффективно добиваться того, о чем мы сейчас с вами в студии говорим? Вот как вы себе, Рифат Ага, можете охарактеризовать крымских татар в украинской политике? Мне нравится, что мы сегодня с Эскендербеем работаем в тандеме, поэтому позвольте я немножко просто очень, знаете, чтобы это не было похоже на некий отчет, я просто хочу показать два примера. Вот буквально недавно Верховная Рада Украины, я перешел на российскую мову, вибачте, Верховна Рада України схвалила заяву. Вона була підготовлена до 18 травня, але там з об'єктивних причин, пандемії, таке інше, вона була схвалена трошки пізніше. І там є заява, вона довго має назву, це і вшанування пам'яті жертв геноциду кримського народу, і міри щодо підтримки кримсько-татарського народу. І якщо цю заяву взяти, а вона, сутність її у формі заяви і звернення до міжнародної спільноти, те, що говорив Ескендербей. І от там є оці, знаєте, алгоритм поведінки нашої держави, нас, українського суспільства, у взаємодії з міжнародним суспільством, міжнародними організаціями. Тобто ця заява, вона ширше, ніж просто вшанування пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Ту заяву ми готовили, ми приймали участь, але
дуже тако активно, я не знаю, більше ми чи народні депутати з достатньо великою групою і молодих експертів також. Це я просто показую, де одним документом ми можемо закласти параметри, такі довготривалі. Це перше. По-друге, буквально, можливо, через годину я опублікую таку в відкритій формі подяку Волкару Боскіру. Це це президент 75-ї асамблеї Організації Об'єднаних Націй, який був обраний, якщо я не помиляюсь, буквально днями, позавчора, можливо, це було. Він був обраний в результаті таємного голосування. От Турции. Пан Волкар Боскір, він в 18-му році разом з великою групою інших турецьких парламентарів, він очолював цю парламентську делегацію Меджлісу Турецької Республіки, він відвідував Меджліс, і ми тут в Меджлісі обговорювали тривало наші дії на рівні парламентарів Туреччини, інших національних парламентів. Сьогодні він обраний. Я не хочу говорити про те, що це вирішує одразу всі питання, але тут дуже головне, і про це говорив Ескандер, це тривала співпраця на міжнародному рівні, системна співпраця, яка завжди посилює наші можливості в тих випадках, коли ті люди, які обізнані в кримсько-татарській проблемі, які обізнані в проблемах України, які розібралися в російсько-українській війні, коли вони досягають якихось таких, хай і формальних, але дуже помітних посад в міжнародних організаціях, ефективність нашої роботи, вона одразу становиться більш відчутною. Если можно, Да. я вот здесь как раз в начале передачи, вы как раз говорили о продлении, да, тех санкций европейских, которые сегодня на самом деле работают. Это в первую очередь секторальные санкции. Вот как раз в свое время, когда я встречался с представителями комиссии, которая занимается вот европейскими санкциями, однозначно говорили о том, что и политики, и депутаты Европарламента, даже того созыва, они говорили, что в Европе не готовы были или не собирались более там года-двух проводить санкции. Но смотрите, сегодня уже 6-й год, Европа продолжает санкционную политику, санкционная политика реально работает. Или если мы вспомним выборы в 2019 году в Европейский парламент, и, соответственно, мы тогда проводили кампанию «Еврокандидат, скажи, чей Крым», здесь как раз-таки нам давали посылы многие и, скажем, политики европейские, и, скажем, люди, которые, и эксперты, они говорили четко о том, что нужно работать в том числе и с европейским обществом для того, чтобы европейские политики приходили к власти именно те, которые будут союзниками Украины в этом вопросе и влиять на то, чтобы продолжалась санкционная политика. Мы же видим, что Россия не спит, Россия работает со своей стороны, Россия поддерживает леворадикальные или праворадикальные европейские силы, и мы видим, когда появляется в том же Бундестаге альтернатива для Германии, к примеру, да, или мы можем по каждой стране привести ряд тех политических сил, которые стали парламентскими. Поэтому с нашей стороны очень важно поддерживать контакты, поддерживать в информационном плане и способствовать в том числе, чтобы европейское общество, общество западного мира, которые являются нашими сторонниками, все-таки избирали или поддерживали тех политиков, которые стоят на принципиальной позиции в этом вопросе. На сегодня деятельность Меджлиса, результаты, которые удается добиваться, происходят в основном благодаря авторитету Рифат Ага, лидеру народа Мустафе Джемилева, вашей активной деятельности на международной арене. И это прекрасно. Но тут, на мой взгляд, возникают две проблемы. Первое – это то, что полномочия и Меджлиса, и Курултая закончились, а поменять состав невозможно. И вторая проблема, проблема, связанная с притоком молодых кадров. Эта тема была затронута в эфире, в одном из наших эфиров с Резой Шевкеевым, членом Меджлиса, где он сказал, что есть такая проблема, и что молодежь не участвует в работе. И это вызвало достаточно бурную реакцию, в том числе и у представителей молодежи крымско-татарской. Давайте послушаем.
Основная причина – нет общественности, которая бы призвала к отчетности и ответственности. Пройдет еще 6 лет, и мы, слушая эти разговоры, опять не увидим результаты. В последнем предложении он говорит, не обращают внимания. Будет хорошо, если мы тоже не будем обращать внимания на него. Уже ничему не удивляюсь, а тем более этому. Надеюсь, что в столь непростое время мы сохраним институт, но нужно понимать, что персоналии не следует отождествлять с институтом, хотя они и очень стараются, вошли в образ мучеников, только вот их никто к этому не склонял. Накопилось много вопросов, как ни странно, не к Смешко, а к его коллеге. Если не будет передачи власти, институт умрет, а затем и весь народ. А вот видите, молодежь задает вопрос, где результат, иронизирует даже в какой-то степени, там, называя прообраз мученика. Вот, Рифат Ага, что бы вы могли ответить им? Но смотрите, вот те, с кем мы работаем, с молодежью, они настолько все разные, и меньше всего я сейчас хотел бы каким-то образом их сравнивать. Могу только сказать о том, что всех их молодежь объединяет их активность и желание как можно быстрее и кардинально изменить ту ситуацию, которой они, как и мы, старшее поколение, недовольны. Это нас, я думаю, должно молодежи прельщать. Меня, по крайней мере, это прельщает. И здесь уже сразу прельщает, потому что активность, она очень необходима и в политической деятельности. По крайней мере, ну, я помню, это кажется, как будто вчера, позавчера я сам пришел достаточно молодым, мне было чуть больше 30 лет, а Искандер, когда появился, мне показалось, что он буквально со школьной скамьи пришел, я тогда уже себя чувствовал намного старше. И самое главное, чтобы нам научиться вместе системно работать. Вот здесь могут возникать разные подходы, разные суждения, разные оценки. На мой взгляд, политическая деятельность, как и любые иные формы деятельности, она требует знаний. Этого не отнять у очень многих представителей нашей молодежи. Она требует терпения, потому что не все результаты сразу очевидны, несмотря на твои старания. И, в общем-то, она требует определенным образом контролирования своих индивидуальных качеств, потому что, как нигде, в политике эти качества могут отодвинуть ту цель, которую ты перед собой ставишь. Та критика, которую вы сейчас зачитали, некоторые моменты, ряд из них, с которыми я здесь могу согласиться, и мы с ними, мне представляется, об этом говорим. Многие люди, ну не многие люди, там несколько человек, которые вот так писали, да, я их знаю, я с ними встречаюсь, с некоторыми с ними мы работали на тех должностях, ну, которые, в общем-то, с помощью авторитета Меджлиса крымско-татарского народа они занимали. Я единственное хотел бы сказать о том, что вот авторитет Меджлиса, он все-таки держится не только на авторитете нескольких человек, он держится прежде всего на авторитете всех тех людей, которые сопричастны к его деятельности, и в том числе в условиях формального запрета со стороны оккупационной российской власти в Крыму. Вот здесь я хотел бы добавить, или нет, сказать даже лучше будет свою точку зрения, потому что здесь я полностью согласен с тем, что авторитет Меджлиса не держится только на лидерах, он держится на всем народе, потому что все те мероприятия, все те массовые акции, и по сегодняшний день, которые проводятся, это проводил и проводит народ. Понятно, что лидеры объединяют этот народ, и это очень важно. Теперь, что касается того вопроса, о чем вы сказали. Первое. Что касается изменения именно выборов, там, Курултая и так далее, понятно, что это объективная сторона, из-за чего мы не можем провести ни выборы делегатов Курултая, ни выборы Меджлиса. И об этом я неоднократно выступал на заседаниях ОБСЕ, где четко объяснял и обозначал, что Меджлис крымско-татарского народа, даже то, что прошла каденция наша,
является вынужденно, но легитимным органом, который может представлять крымских татар. Я согласен с молодежью или замечанием в том, что действительно в Меджлисе должны быть или недостаточно политической ответственности. Да? Вот мы, если проанализируем, и вам как раз журналистам должно быть очень легко это сделать, если проанализировать все те заявления, которые делались, скажем, членами Меджлиса, лидерами Меджлиса, и насколько они были выполнены, вот это будет очень хороший индикатор, когда мы можем говорить, насколько мы ответственно заявляем и, соответственно, пытаемся реализовать это в жизнь. Но теперь в адрес все-таки молодежи. Вот я думаю, я больше имею морального права говорить об этом, потому что на самом деле я пришел в национальную политику, скажем так, одно дело, когда с родителями помогал им делать, а когда я стал самостоятельной личностью, я в истории крымско-татарского национального движения был самым молодым делегатом Курултая. Когда был избран еще в 1995 году. А я был самым молодым членом Меджлиса еще в 2001 году, когда меня избрали. Но дело в том, что меня за уши никто не тянул. Мы сами самоорганизовались, мы сами работали, мы сами инициировали. Да, мы их критиковали, в том числе и критиковали нас. Мы выходили с рядом проектов, о которых я сегодня могу говорить о том, что они не были, к сожалению, реализованы, и они могли бы в условиях оккупации принести очень серьезную пользу, потому что система самоорганизации на местах была бы намного сильнее. Вот теперь, обращаясь к сегодняшней молодежи, хочу сказать, а кто мешает сегодня нашей молодежи самоорганизовываться в тех местах, где сегодня компактно проживают крымские татары, в местные региональные меджлисы? Для того, чтобы и инициатива была снизу, чтобы они шли и активно начинали работать снизу вверх, и, соответственно, таким образом, хотя бы на уровне местных или региональных меджлисов, могли показывать поэтапную работу, могли показывать свои способности в этом вопросе. Или, допустим, если в офис Меджлиса сложно кому-то прийти, то мы постоянно говорим, офис Крымско-татарского ресурсного центра, он постоянно открыт. Крымско-татарский ресурсный центр системно работает для Меджлиса крымско-татарского народа, для обеспечения деятельности крымско-татарского народа, я имею в виду в подготовке документов и так далее и тому подобное. И мы в том числе проводим уже не одну академию публичной дипломатии, мы проводим различные школы молодого политика и так далее. Мы этим занимались и раньше. Другой вопрос, что нужно иметь желание прийти и, соответственно, работать. Да, критика должна быть. Мы должны критиковать старшее, возможно, поколение. Мы должны видеть какие-то изъяны или неправильные действия. Но при всем том нужно начинать с себя. Вот я, например, на протяжении всех этих лет у меня были моменты, когда я очень злился. Я злился на некоторые личности, допустим. Я злился условно на некоторых людей. Но с определенными действиями я четко исходил из того, я просто сейчас за себя отвечаю, что мы сегодня являемся крымскими татарами, Меджлис крымско-татарского народа является представительным органом, и судить будут в целом о социальном портрете крымских татар по деятельности Меджлиса, по его структурам соответствующим и, соответственно, по тем людям, которые представляют і представительні органи, представляють крымско-татарський народ. Дивіться, я тут таки одну фразу. Я думаю, що ми говорили з Ескандером, я говорив з іншими членами Меджлісу. Я думаю, що ми найближчий час знайдемо можливість в інших формах продовжити наші оці розмови, але щоб це був діалог. Я взагалі вважаю, що говорити про якісь організаційні інші проблеми через телемонітор, це можливо і красиво, але можливо і не дуже ефективно. Я думаю, що ми знайдемо можливості, і ми будемо обговорювати це питання для того, щоб максимально покращувати, активізувати нашу. Ну, может быть, это не очень эффективно, но это интересует наших зрителей в том числе, потому что при всем Ну, уважении... дивіться, я можу сказати про те, що в мене сьогодні була зустріч в одному із спеціальних органів України. Ми більше години говорили про наші проблеми, не наші, а питання пов'язане з обміном, не з обміном, а звільненням політв'язнів. Такі питання, їх десятки, які не обговорюються публічно, але ті люди, які готують тут, починаючи від списків, ідентифікації, від вивчення кількості дітей, хворих, де лікувати, вони знають цю роботу і вони можуть, скажімо, об'єктивно говорити про те, що ми робимо для того, щоб звільнити кримських політв'язнів, а наприкінці ми їх не можемо звільнити. І вони можуть від цього входити у відчай, вони можуть
говорити про це, але вони розуміють, що самі вони приклали всі зусилля, треба шукати якісь кардинально інші види. У нас есть То звонок. завжди для того, щоб жити, це нормально, але про те, що говорив Іскандер, є десятки наших організацій, і в тому числі державних, Кримський Дім, є інші кримсько-татарські громадські організації. Там, де вони нас запрошують, ми завжди туди біжимо. Це обов'язково, це для кожного члена Меджлісу. Але У нас там, есть, де Рифат ми- Ага, у нас есть, я вас перебью, прошу прощения, у нас есть звонок телезрителя. Давайте дадим слово телезрителю. Алло. Добрий вечір. Я до пана Рифата Чубарова хочу звернутися. Я його дуже шаную і поважаю. Пам'ятаю, що він колись був депутатом, сидів разом з славною пам'яті Славою Стецько. Він говорив, що якраз від неї вчився української мови. І в мене таке запитання. От кримські татари зараз ми розмовляємо більше в Україні, які в них проблеми. А як хтось питався, які діаспори кримських татар взагалі у світі, наприклад, в Туреччині, в інших близькосхідних країнах, як ви з ними контактуєтесь? Бо тому що народ він не може бути поділений на якихось частинки, бо все одно він якось є в них проблеми. Наприклад, в татар в Криму одні проблеми будуть з часом, в Україні трошки інші, в Туреччині в інше. Як ви взагалі об'єднуєтеся? Чи є у вас якийсь координаційний орган? І чи є у вас фінансові якісь можливості в татар, наприклад, турецьких, щоб вони вас допомагали, наприклад, Меджлісу? Ну, таке питання. Дякую. Спасибо. Намагаємося максимально, наскільки нас вистачає координувати наші зусилля, об'єднуватися. У 2015 році ми провели в Анкарі вже за умов окупації другий всесвітній конгрес кримських татар. І хочу сказати, що лише з Криму, тоді вже окупованого, нагадую, було більше ніж 90 делегатів. І там була обрана координаційна рада, вона працює. І зараз ми мали в серпні провести черговий конгрес вже в Києві, але оця пандемія коронавірусу, вона трошечки міняє наші плани, і ми запізнимося з другим конгресом. І цей конгрес, він об'єднує кримсько-татарські організації по всьому світові, ті організації, які є помітними. І ще так коротко, щоб сказати, як ми це робимо. Буквально тиждень тому ми провели нараду між керівництвом Всесвітнього конгресу кримських татар і Світового конгресу українців. Зараз готуємо меморандум. У нас співпраця вона йде цими роками, але готуємо тепер письмовий меморандум. Я думаю, найближчі місяці він буде підписаний між двома світовими конгресами українців і кримських татар, оскільки ми спираємося на організації діаспори один одного. Спасибо за этот ответ. А у меня вопрос следующий. При всем уважении и понимая как бы объективные обстоятельства, но вы же сегодня несменяемый фактически. И в 2018 году закончились полномочия Курултая и Меджлиса, и уже прошло 2 года. Есть ли какой-то механизм, есть ли какие-то разработки, чтобы можно было проводить выборы и обновлять состав Меджлиса, скажем так? Искандер, Видите, давайте. Ну, смотрите, мы должны, я не знаю, мне... Давайте, это вопрос вам обоим, поэтому... Пожалуйста, Искандер, потом Да. я. Искандер, пожалуйста. Смотрите, здесь дело в том, что мы же опять же говорим о преемственности, да, в первую очередь мы должны говорить. Ведь в 1991 году мы созвали второй Курултай, а не какой-то новый или первый Курултай и так далее. Для того, чтобы четко показать преемственность политики крымско-татарского национального движения. Поэтому в этой ситуации у нас есть ряд регламентирующих документов. Это регламент Курултая, это положение о выборах и так далее и тому подобное, в который может внести исключительно только сам Курултай, изменения или дополнения. Поэтому здесь, когда мы говорим об обновлении Меджлиса, действительно, по-хорошему, может быть, даже в этих условиях нужно было бы или важно было бы обновить Меджлис крымско-татарского народа, но это прерогатива Курултая. Для того, чтобы мы созвали Курултай сегодня,
нам нужно, чтобы собралось 2/3 делегатов Курултая, и, соответственно, тогда Курултай будет полномочный принимать решения, в том числе и по переизбранию Меджлиса крымско-татарского народа, и даже если в этом есть необходимость, и председателя. Но это сейчас нереально, мы это сделать не можем. Поэтому в этом случае мы можем только систематизировать одно. У нас есть еще институт президиума Меджлиса крымско-татарского народа. Мы где-то полгода назад Меджлис крымско-татарского народа собрался и принял такое решение, чтобы, скажем, реанимировать или усилить работу именно президиума Меджлиса крымско-татарского народа для того, чтобы решений было больше коллегиальных, для того, чтобы, соответственно, каждый представитель или член президиума, он в том числе является руководителем того или иного управления Меджлиса крымско-татарского народа. Поэтому в данном случае, когда мы говорим о сегодняшней ситуации или о выходе из сегодняшней ситуации, пока я вижу только одно: усилить работу президиума Меджлиса и, соответственно, чтобы эта работа была более эффективной, чтобы мы видели, к чему мы стремимся и чего мы можем добиться. Рифат Ага. Я тут трошки додам. Дивіться, дійсно регламентний документ Курултаю ми не могли собі передбачити, що ми будемо працювати в умовах окупації. Регламентний документ Курултаю виписаний таким чином, що демократія є покладена в основу і всій нашої діяльності. І оце періодичність переобрання, створення інституцій, повноваження Курултаю, окремо повноваження Меджлісу. Тепер дійсно, як сказав Іскандер, це абсолютно правда, ми не можемо проводити Курултай, оскільки тут дуже багато об'єктивних обставин. Ну, в том-то и дело, что да, эти обстоятельства известны, они объективны, но, может быть, есть какой-то выход, даже вот провести Курултай онлайн, например. Дивіться, Хороший якщо ми вопрос. встигаємо, якщо наша передача безмежна, то я... У нас 2 минуты осталось. Бачите, то це з цієї серії. Дайте я кину камня в колодязь, а ви там за пів секунди його зможете... Можна все, що завгодно проводити. Можливо, деяким людям потрібно просто поїхати хоча б місяць-два побути в умовах окупаційного Криму. Але 2018 року восені ми провели тут конференцію делегатів Китаю. Ми зібрали стільки, скільки змогли зібрати. Ми прийняли відповідне рішення, в тому числі рішення, які доповнюють наш регламент на часи таких надзвичайних ситуацій. Це перше. По-друге, я ще раз хочу сказати, що у нас немає питань таких, щоб залучати людей для роботи в тих інститутах, які пов'язані з Курултаєм або можуть створюватися з Курултаєм. Якщо є в когось проблема бути залученими до такої роботи, це шлях, як кажуть, відкритий. Але говорити про зміну демократичними процедурами, дійсно таких зараз механізмів немає. Але ми хочемо зміни чого? От є окопи, в них сидять певні люди. Ми можемо сказати, що ваш термін вже витік, і ви маєте кинути окопи і вийти з них, і піти геть. А хто і яким чином займає місце в цих окопах? От це вирішення цього питання є зараз таким актуальним, шукаємо на нього виходу. Але ми маємо досвід в Грузії з окупованими територіями. Я їздив в Тбілісі і вивчав ситуацію з діяльністю парламенту Абхазії. З 91-го року, вони 92-го, я зараз можу сказати. Вони вигнані, але там є Грузія, вона прийняла закон. Вони просто кооптують людей так, як їх вирішують парламентарі Грузії. Ми вивчали досвід невизнаних світовим товариством або багатьма західними країнами Латвії, Литви, Естонії. Слухайте, вони протягом 50 років призначали уряди, призначали міністрів і призначали послів. Але це ж вони не робили такими звичними демократичними механізмами. Але я закінчую. Те, що говорив інститут, те, що говорив Ескетепей, це підприємство. Якщо орган, який працює і він був законно обраний, на звичайних ситуаціях, покладаючись на регламентні документи, на основі цих документів,
він має продовжити свою діяльність, поки не будуть створені умови, щоб у повній мірі задіяти. Благодарю вас. Благодарю за то, что отвечали на мои вопросы. Искандер Бариев, член Меджлиса и председатель Меджлиса Рифат Чубаров были гостями нашего эфира. Сейчас в эфире «Заман». Не переключайте. Спасибо.